Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы рады приветствовать вас в Коми-Республиканском институте развития образования на заседании Республиканского методического объединения заместителей директоров по воспитательной работе. Повестка нашего заседания составляет 5 вопросов. Сегодня мы обсудим план работы Республиканского методического объединения заместителей директоров по воспитательной работе на 2020-2021 учебный год. Также мы услышим результаты мониторинга деятельности классных руководителей, познакомимся с алгоритмом разработки программы воспитания в общеобразовательной организации, с календарем образовательных событий. Также мы с вами сегодня познакомимся. Знакомство у нас уже было с этим вопросом. Сегодня мы просто еще раз напомним об этом. И еще один важный вопрос, который нам обязательно нужно будет обсудить, это планирование профилактической работы в самое ближайшее время. Итак, слово предоставляется Игнатьевой Анастасии Николаевне. Здравствуйте, уважаемые заместители директора по воспитательной работе. Рада приветствовать вас на нашем Республиканском методическом объединении. И начнем мы с проблемных вопросов, связанных с воспитательной работой общеобразовательной организации. Итак, каковы основные задачи на сегодняшний день именно в воспитательной работе? Первая задача – это внедрить новые методические рекомендации по классному руководству. Вторая – новые рекомендации по профилактике безнадзорности. Вчера в Коми Республиканском институте развития образования состоялся семинар, первый республиканский семинар, который открывает линейку семинаров для классных руководителей Республики Коми. И он как раз был связан с темой профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. На новостном сайте Коми Республиканского института развития образования есть ссылка к данному семинару, он уже открыт в записи, также к нему прилагаются документы, необходимые для вас в работе и для классных руководителей. Вы можете воспользоваться этим ресурсом. И, собственно, по этому вопросу на этом вопросе останавливаться сегодня не буду, по этому вопросу много не буду говорить. То есть и поговорим мы о третьей задаче, которая является одной из главных на этот учебный год. Это задача подготовить программу воспитания. Прежде чем ее начать готовить, важно оценить качество воспитательной работы в вашем учреждении, так вы узнаете, как в программе учесть потребности своей школы. Можно... поняла, хорошо. Просто сюда на значок, да, нажимаем? Все, получилось, спасибо. Итак, в ежегодном послании президент подчеркнул, что необходимо создать систему мотивации классных руководителей, которая повысит эффективность воспитательной работы и социализации школьников. Поэтому в Министерстве просвещения разработали критерии оценки эффективности деятельности классных руководителей и направили рекомендации по организации их работы в регион. Письмо Министерства просвещения от 12 мая 2020 года. Я думаю, вы с ним уже знакомы. Рекомендации разработаны в том числе, чтобы защитить права и свободы классных руководителей, устранить избыточную отчетность. Условия работы классных руководителей существенно изменились по сравнению с прошлыми методическими рекомендациями, которые были рекомендованы еще в 2006 году. Цель получила другую формулировку. Число задач уменьшилось с 9 до 5, а вот функции классного руководителя министерство разделило на две части – инвариантную и вариативную. Инвариантная часть не подлежит изменениям, а вариативная часть может добавляться и регулироваться вами и вашей общеобразовательной организацией. Какие же функции классного руководителя включены в инвариантную часть? Первое – личностно-ориентированное воспитание и социализация учеников в классе. Вторая – воспитание и социализация класса как социальной группы, заметьте, выделено в отдельную функцию. Воспитание во взаимодействии с родителями несовершеннолетних учащихся.
воспитания в взаимодействии с педагогическим коллективом, с педагогами, да, предметниками и другими педагогическими сотрудниками общеобразовательной организации. Воспитание в взаимодействии с социальными партнерами. Тоже важная функция. Ведение и составление документации. Вот эти 6 функций стали у нас инвариантными. Вариативные, они больше отражают школьный уклад и ваши факторы существования общеобразовательной организации, то есть те условия, в которых существует ваша конкретная общеобразовательная организация. Средовые факторы, скажем так. Что ж, к сентябрю, значит, мы сейчас пишем положение, да, об этом было сказано на РМО директоров, и эти слайды тоже были также представлены руководителям общеобразовательных организаций. Вот в основе положения для классных руководителей, которое сейчас разрабатывается, да, лежат следующие документы. Здесь они на слайде представлены. Презентация также будет подвешена к видеофайлу после Республиканского методического объединения, и вы сможете воспользоваться и этим ресурсом, поэтому останавливаться здесь тоже не буду. Документы соответствующие прикреплю. Далее. Предлагаю вашему вниманию пошаговую инструкцию разработки и внедрения новых частей основной общеобразовательной программы, рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы. Данный алгоритм написан пошагово и в разрезе действий, да, которые необходимо предпринять, поэтому формулировки будут глаголами. Пусть они вас не смущают, это для того, чтобы было четкое понимание того, какой шаг следует за каким. Итак, к сентябрю 2021 года в состав основной общеобразовательной программы каждого уровня образования школа должна включить новую программу воспитания. Совет Федерации одобрил поправки в закон об образовании в Российской Федерации, которые предложил президент. Изменения касаются вопросов воспитания школьников и образовательной программы. Теперь рабочая программа воспитания – это обязательная часть основной общеобразовательной программы. Пункт 1, статья 1 Федерального закона от 31 июля 2020 года. Номер 304 ФЗ. Разработать новые программы нужно к 1 сентября 2021 года. С чего же начать? Начните подготовку к разработке и внедрению программы воспитания уже сейчас, с оценки качества воспитательной работы. Так вы сможете выявить дефициты и разработать новую программу, чтобы их компенсировать. Да? То есть мы всегда идем в наших задачах от тех проблем, которые существуют на данный период времени. Первый шаг, который предпринимают в разработке программы, это планирование и подготовка. Чтобы подготовить проект программы, создайте рабочую группу. В нее войдут заместитель директора по воспитательной работе, педагог-психолог, социальный педагог, активные классные руководители, на которых можно положиться и которые уже занимаются методической работой вашей общеобразовательной организации. То есть восполняют ее и, так скажем, являются ведущими, да, в именно деле методических разработок. Еще можно включить сотрудника, который курирует самоуправление. Подготовьте проект приказа о создании рабочей группы и отдайте на подпись директору. Еще изучите состояние воспитательного процесса в школе, например, в форме педагогического мониторинга. Привлеките педагога-психолога, пусть разработает диагностические материалы по направлениям педагогическое управление воспитательным процессом, уровень воспитанности учеников, эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания. То есть мы идем от тех функций, которые озвучили выше, да? Эффективность участия педагогических работников в воспитании детей и молодежи. Далее можно еще использовать анкетирование, да, и самоанализ классных руководителей в соответствии тоже с картой наблюдения, да, чтобы провести сравнительный анализ, да, того, как оценивают классных руководителей их работу, деятельность в течение текущего календарного года, непосредственно сами классные руководители и группа администраторов, да, общеобразовательной организации. Шаг второй. Разработка проекта программы воспитания. Программа воспитания должна включать пояснительную записку, 4 раздела и план воспитательной работы. Рабочая программа воспитания теперь обязательная часть основной образовательной программы, поэтому разработайте 3 рабочих программы воспитания для начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования. Они будут отличаться друг от друга формулировками целевых приоритетов и задач в разделе «Цели, задачи воспитания»
и набором модулей в разделе «Вид, формы и содержание деятельности». То есть там с основного общего образования, да, то есть с этого уровня добавляется у нас самоуправление и профориентация. Остальные разделы вы можете продублировать для 3 уровней образования. То есть вот таким образом может выглядеть основная образовательная программа в части воспитательной программы. Возьмите за основу примерную программу, рабочую программу воспитания. Программа Российской академии образования от 2 июня 2020 года есть в доступе. Если вы зайдете в поисковик в интернете, вы легко найдете этот сайт. Там предложена сама программа воспитания, методические рекомендации к ней, интересные статьи, которые дополняют и направляют разработчиков программы. Вот. И вам будет легче и спокойнее поработать с примерной рабочей программой воспитания. То есть там представлен на сайте своеобразный конструктор, который позволяет школе корректировать содержание основных разделов на свое усмотрение. Уберите из него неактуальную для уровня образования информацию и добавьте то, что нужно именно в вашей школе. Ориентируйтесь на реальную воспитательную деятельность, которую ваша школа будет осуществлять. Рабочая программа воспитания вашей школы должна быть краткой и ясной. Опишите в ней конкретную предстоящую работу с детьми. Не нужно писать общие рассуждения о воспитании. К этому призывают разработчики программы. И хотелось бы, да, тут обратить ваше внимание, уважаемые заместители директора Республики Коми, что 17 декабря 2020 года на базе Коми Республиканского института развития образования состоится республиканский онлайн-семинар, в котором примут участие наши приглашенные федеральные эксперты. Это, сейчас, секундочку, это Степанова Ирина Викторовна. Она является кандидатом педагогических наук и старшим научным сотрудником непосредственно Российской академии образования. Да, и также мы подключаем нашего эксперта Лешко Марию Игоревну, которая курирует непосредственно разработку программы воспитания и внедрение ее в Республике Коми. То есть это эксперт, закрепленный за нашим регионом. Она к нам присоединится из Перми, и мы тоже будем иметь приятное общение с ней и, главное, самое, возможность задать вопросы непосредственным разработчикам и эксперту программы воспитания. Поэтому в 14 часов 17 декабря мы ждем также вас для участия в семинаре. Итак, 3-й шаг. Нормативно-правовое обеспечение. Создайте новые и внесите изменения в существующие документы школы. Разработайте локальные акты, которые регламентируют деятельность школы по реализации программы воспитания. Подпишите договоры о взаимном сотрудничестве и организации совместной деятельности с социальными партнерами, учреждениями культуры, дополнительного образования и другими. Составьте приказ, проект приказа о внесении изменений в основную общеобразовательную программу, чтобы включить программу воспитания в состав основной общеобразовательной программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования. 4-й шаг – это непосредственное обсуждение и согласование проекта программы. Да? Согласуйте проект программы со всеми участниками образовательных отношений. Для педагогов проведите заседание педсовета. Для школьников вынесите вопрос на повестку заседания совета учеников. Для родителей – совета родителей или общешкольного родительского собрания. То есть очень важно информировать всех участников образовательного процесса. Далее идет у нас 5-й шаг. Разработка календарного плана воспитательной работы. Календарный план воспитательной работы вы готовите на следующий учебный год. 2020-2021 учебный год ваша школа дорабатывает по имеющемуся плану. Это особо подчеркнуто. Новый план должен соответствовать рабочей программе воспитания основной общеобразовательной программы и уровнем образования. Действующая основная общеобразовательная программа у нас представлена, да, в реестре, и мы до конца этого учебного года работаем непосредственно по ним. Дальше. Чтобы выполнить задачи рабочей программы, зафиксируйте воспитательные мероприятия и сроки их проведения в календарном плане воспитательной работы. План конкретизирует деятельность школы. Календарные планы воспитательной работы составляются ежегодно для каждого уровня общего образования, начального общего,
образования, основного общего образования, среднего общего образования. В календарных планах воспитательной работы укажите категории школьников, для которых будут организованы те или иные мероприятия. Не устанавливайте жесткие рамки для мероприятий и конкретного класса. Школьники должны участвовать в них на добровольной основе. Составьте календарные планы воспитательной работы для 3 уровней общего образования: начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования. Когда будете это делать, ориентируйтесь на модули примерной программы воспитания, которые вы включили в рабочие программы воспитания для конкретного уровня образования. Если школа небольшая, то возможно пересечение мероприятий на разных уровнях. Оформите календарный план воспитательной работы удобно в виде таблицы. Распределить мероприятия можно по-разному. Первый вариант – это по модулям, в соответствии с примерной программой воспитания. Инвариантный, да, там тоже есть вариативный. Вариативный – это уже ваше творчество, так скажем, и среда, средовой фактор. Второй – по учебным периодам или месяцам. 6-й шаг. Рабочая программа воспитания должна стать частью основной общеобразовательной программы. Пункт 9, статья 2, страница 12.1, статья 12.1 Федерального закона от 29 декабря 2013 года, номер 273 ФЗ. При этом основная общеобразовательная программа должна соответствовать ФГО с уровня образования и иметь определенную структуру. Поэтому для каждой основной общеобразовательной программы вы разрабатываете отдельную рабочую программу воспитания и отражаете в ней особенности федерального государственного образовательного стандарта конкретного уровня образования. Это очень важно, и обращаем на это ваше внимание. Далее, если мы говорим о целях воспитания, да, каким образом мы их формируем по уровню образования. Каковы же целевые приоритеты для разных уровней образования? Цель формируется, исходя из ориентиров федерального государственного образовательного стандарта и основывается на базовых ценностях общества, таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек. Это то, что объединяет всех граждан России, независимо от того, в каком регионе они проживают, к какой национальности относятся, какую веру исповедуют. Цель воспитания в образовательных организациях – это личностное развитие школьников, знание основных норм, которые основываются на ценностях общества, развитие позитивного отношения к этим ценностям, опыт поведения, который соответствует этим ценностям, и опыт применения сформированных знаний и отношений на практике. Кроме того, в этой общей цели воспитания выделены и отдельные целевые приоритеты. Они соответствуют возрастным особенностям младших школьников, подростков и старшеклассников. Выделение такого целевого приоритета по возрастным особенностям не означает, что другие составляющие общей цели воспитания игнорируются. Приоритет – это то, чему учителям при работе с конкретной возрастной категорией предстоит уделять наибольшее, но не исключительное внимание. Добросовестная работа педагога, направленная на достижение цели, позволит ученику получить социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в человеческих взаимоотношениях, эффективнее коммуницировать с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленно выбирать свой жизненный путь. Вот мы рассматриваем с вами целевые приоритеты для разных уровней образования. Ну, посмотрите, они выделены в соответствии с теми методическими рекомендациями, которые предлагает программа воспитания, примерная программа воспитания, и разделены по уровням образования. Вот представлен вам, так скажем, алгоритм по временной, да, по разработке проекта программы воспитания. Предлагается с декабря по апрель этим заниматься. И я думаю, что во многих школах эта работа уже ведется. А мы, конечно, вам, уважаемые заместители директора по воспитательной работе, будем помогать и приглашать специалистов. Далее хотела вас познакомить с календарем образовательных событий. Если вы обратитесь к нашему сайту, вы можете с ним ознакомиться. Этот портал сделан для классных руководителей, чтобы они в своей работе, в классных часах, во внеурочной деятельности, в каких-то внешкольных мероприятиях использовали те ресурсы, которые мы там предлагаем. Кроме этого, я бы хотела представить основные механизмы методического сопровождения классных руководителей, то есть те ресурсы, которые предлагает вам наш институт, Коми Республиканский институт развития образования. Это курсы повышения квалификации, которые запланированы у нас и в апреле, и в декабре.
И онлайн-школы. Осенняя онлайн-школа сейчас закончила свою работу. Зимняя онлайн-школа будет открыта с января. Сейчас проходит линейка семинаров. Вот. И по поводу сайта хотелось бы вам представить. Дмитрий Валерьевич, вы можете проводить меня на сайт наш, если не сложно? Я бы хотела заместителям директоров по воспитательной работе показать новый ресурс для классных руководителей, который мы предлагаем. Сейчас предложим их вниманию в том числе. И хотелось бы вас тоже держать в курсе и познакомить с тем, что у нас происходит. Так, секундочку. Ну, если сейчас у нас подвисла немножко техника, если у нас сейчас получится пройти, я вас провожу и немножко, так сказать, экскурсоводом, да, побуду на нашем сайте. Угу. Спасибо большое, Дмитрий Валерьевич. Посмотрите, уважаемые заместители директоров, вот такой вот ресурс, он еще в разработке, да, то есть он дополняется. Портал для классных руководителей мы предлагаем, и календарь образовательных событий станет его частью. Вот у нас тут 16 составляющих, 16 разделов, да, и данный портал, он, конечно, собрал основные методические материалы, необходимые для активизации профессиональной деятельности классных руководителей. Вы с ним сможете ознакомиться. Я вас сейчас проведу по ссылочке на календарь образовательных событий. Мы, да, сориентируемся. Ага, вот надо на название непосредственно нажать. И вы увидите, каким образом выглядит календарь. Да? То есть вот мы заходим и видим, какие мероприятия нас ожидают в декабре. В соответствии с календарем образовательных событий, о котором мы тоже уже рассказывали, да, с которым вы ознакомили. Ну, напоминаем еще раз. И это у нас получается один из разделов вот нового ресурса для классных руководителей. Обратите внимание на кирпичик «Партнеры», да, тоже. Здесь будут представлены и собраны данные, ссылки на сайты тех организаций, которые существуют в ваших муниципалитетах, республиканские ресурсы, то есть это, да, учреждения культуры, спортивные учреждения и объекты, образовательные наши учреждения, научные, в том числе те органы по профилактической работе, которые вы можете привлечь в качестве сотрудников вашей общеобразовательной организации. В общем-то, вот здесь эти данные будут размещаться, этот сайт будет пополняться, вы можете обращать к этому сайту классных руководителей, и я думаю, что мы обеспечим ту самую информационную, методическую, ну и организационную поддержку классных руководителей и, соответственно, вашей деятельности в том числе. Спасибо огромное за внимание. Сейчас мы возвращаемся, да, к нашему республиканскому методическому объединению, и вас снова сопровождает председатель. А я вам говорю всего доброго, до свидания, до новых встреч, успешной продуктивной работы и позитивного настроения. Скоро Новый год. Я всем желаю новогоднего настроения. Всего доброго, до свидания. Спасибо большое, Анастасия Николаевна. И мы с вами, уважаемые коллеги, сейчас ознакомимся с результатами мониторинга деятельности классных руководителей. Представит его Исаева Наталья Николаевна. Осуществляющими классное руководство. Поэтому сегодня мы рассмотрим с вами вопрос итоги мониторинга организации работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство. Впоследствии я буду их называть для сокращения классными руководителями в общеобразовательных организациях Республики Коми. Так, приступим. Мониторинг организации классных руководителей, осуществляющих, собственно, классное руководство в образовательных организациях Республики Коми, проведен на основании приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, и проходил он фактически с 1 по 22 октября 2020 года. Целью мониторинга мы ставили формирование аналитической основы, базирующейся на актуальной информации об организации работы
классных руководителей для определения эффективных механизмов научно-методического сопровождения деятельности классных руководителей в их профессиональном развитии. В мониторинге принимали участие 2 категории участников. Это руководители образовательных организаций Республики Коми и классные руководители. 8 направлений мониторингов, не буду останавливаться, потому что вы, как заместители руководителей, многие из вас заполняли этот мониторинг. По итогам анализа результатов мониторинга сформирована аналитическая справка, и вы знаете, что уже вышел приказ Министерства образования и науки и молодежной политики Республики Коми, который фактически уже утвердил данные результаты. В мониторинге приняли участие 290 руководителей образовательных организаций из 317 и 4114 классных руководителей. Здесь хотим сказать, что все 20 муниципальных образований так или иначе были представлены, и 16 государственных образовательных организаций, 11 из которых специальные коррекционные школы. В полном объеме приняли участие в мониторинге образовательной организации городов Инта, Печора, Усинск, районов Кайгородский, Сыктывдинский, Сысольский, Троицко-Печорский и Усть-Илимский. Наименее представлены образовательные организации, если мы смотрим по уровню руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, то это город Вуктыл. 1 из 3 школ только приняла участие. В остальных муниципальных образованиях приняли участие от 75% до 94% организаций. Я подчеркну, что мы здесь говорим именно про организации, а не классных руководителей. В большинстве образовательных организаций, принявших участие в мониторинге, разработаны необходимые локальные акты, регулирующие деятельность классных руководителей. Это и положение о классном руководстве, и должностные инструкции. Но, как вы видите, к сожалению, и это не совсем понятная для нас ситуация, когда в образовательных организациях есть, например, положение, и радостно, что таких образовательных организаций более 94%, но, тем не менее, должностные инструкции классного руководителя разработаны лишь в 19%, у 19% респондентов. Вторым направлением для анализа был кадровый руководитель, и по итогам анкетирования педагогов выявились неравномерное распределение по стажу осуществления классного руководства. С одной стороны, достаточно большое количество молодых педагогов, это стаж от 1 до 3 лет 18%, от 3 до 5 лет 8%. С другой стороны, появилось значительное преобладание педагогов с большим стажем классного руководства. Отмечу, что более 20 лет работы – это 41%. Подавляющее большинство педагогов, осуществляющих классное руководство, отмечают, что их нагрузка превышает 24 часа в неделю. Как видно из таблицы, наибольшее количество педагогов, классных руководителей по основной должности – это учителя начальных классов, что вполне объяснимо, потому что каждый учитель начальных классов так или иначе является классным руководителем одного или нескольких классов. Посмотрите, превалирующее большинство. На уровне основного и среднего общего образования среди классных руководителей почти 10% – это учителя русского языка и литературы, почти 8% – это учителя математики, чуть меньше – это учителя иностранных языков. Кроме учителей-предметников, классное руководство осуществляют и такие категории педагогических работников, как воспитатели, руководители, заместители руководителей, педагоги-психологи, работники библиотек и иные педагогические специальности. Вы видите, что эта категория другое, их почти 11%. Раскрывая направление анализа профессиональное развитие классных руководителей, обратим внимание на активность классных руководителей в методических объединениях разных уровней. Следует отметить, что в каждом муниципальном образовании активно действует методическое объединение классных руководителей, в которое входит, посмотрите, почти 21%. И большинство классных руководителей включены в школьные методические объединения. Это 88% респондентов. В республиканское методическое объединение входят лишь 7% классных руководителей, что, наверное, объяснимо, потому что мы первоначально запрашивали по 1-2 представителям от каждого муниципалитета, но в современных условиях работы все чаще коллеги предпочитают напрямую включаться в работу республиканских методических объединений, что правильно.
Основное количество педагогических работников, осуществляющих классное руководство, предпочитают быть участниками методических семинаров в качестве слушателей. Показательно, что даже выбирая участие в форме доклада, коллеги предпочитают представить свой опыт на уровне образовательной организации. На муниципальном уровне выступало лишь 9,7% коллег. При этом, коллеги, отмечу, что 7 муниципальных образований не представлены на республиканском уровне. Это Вуктыл, это Ижемский, Кайгородский, Сысольский, Ударский, Усть-Илимский и Усть-Куломский районы. На всероссийском уровне наша республика представлена выступлениями только 38 коллег. Это менее 1% из 8 муниципалитетов. Это города Воркута, Сыктывкар, Усинск, Печора. Такие районы, как Прилузский, Сосногорский, Троицко-Печорский и Усть-Илимский. Коллеги, в анализе более подробно представлено вплоть до разреза школ. И мы ушли от наименования, от представления фамилий, имен, отчеств каждого педагога, мы указали должность. Ну, а вы уже, зная свои образовательные организации, прекрасно владеете информацией, кто из коллег представляет опыт на том или ином уровне. На уровне муниципальных образований мы констатируем, что ситуация с участием классных руководителей в конкурсах профессионального мастерства имеет свою специфику. Она представлена на слайде. Мы обратим внимание на республиканский уровень. Классные руководители принимают участие в 8 республиканских конкурсах. На общее количество педагогов, участвующих в них, составляет менее 5%. Коллеги, пугает, не побоюсь этого слова, что свыше 71%, а именно 2925 классных руководителей не принимали участие ни в каких конкурсах профессионального мастерства. Наименьшую активность проявили на уровне образовательных организаций. Это Усть-Илимский район. На муниципальном уровне также, посмотрите, менее 1% Усть-Илимский район. На республиканском уровне 0% показал Вуктыл. И 1% с небольшим Ижемский район. На всероссийском уровне, посмотрите, 0% демонстрирует у нас с вами Кайгородский район. 59, а почти 60% классных руководителей не готовы демонстрировать свой опыт работы в форме методических разработок, печатных публикаций, электронных публикаций и так далее, в том числе даже через интернет. 57% не готовы обобщать свой опыт работы в виде мастер-классов, открытого занятия на разных уровнях. Внедрение на уровне Российской Федерации целевой модели наставничества вызвало необходимость включить в мониторинг вопросы о готовности коллег к такой форме работы. По данным мониторинга, готовность выступить наставником на муниципальном уровне продемонстрировали лишь 10% от общего количества педагогов, участвующих в мониторинге. На республиканском уровне только 3,5% педагогов. Мы информируем об охвате классных руководителей по курсам повышения квалификации за последние 3 года. По данным мониторинга, лишь 23% классных руководителей прошли курсы повышения по организации работы классного руководителя на каком-либо из представленных уровней. А, коллеги, 3158 коллег, это 77%, не повышали свою квалификацию на протяжении последних 3 лет. К сожалению, самый низкий охват педагогов, прошедших курсы повышения на республиканском уровне, это Усть-Илимский район. На уровне любого другого субъекта Российской Федерации это Кайгородский район 0%. И на федеральном уровне также, посмотрите, Кайгородский район 1,6% респондентов. Следующее направление для анализа – использование формы технологии работы с классом при осуществлении классного руководства. Мы анализировали данные по 3 группам форм и методов. Индивидуальные, групповые и коллективные. Наибольшее количество педагогов используют индивидуальные формы работы, такие как беседа, консультация, обмен мнениями и так далее. И коллективная форма работы – это классный час, соревнования, квесты, но в меньшей степени используют групповые формы работы. И только 46 коллег, это 1,1% респондентов, используют в своей деятельности все формы индивидуальной, групповой и коллективной работы с классом. Пятым направлением анализа
явились формы и технологии работы с родителями, законными представителями обучающихся. В целом следует отметить, что педагоги охотно используют различные формы и технологии работы с родителями, законными представителями несовершеннолетних обучающихся. Но, несмотря на применение разнообразных форм и технологий, коллеги отмечают, что испытывают профессиональные затруднения при взаимодействии с родителями, законными представителями. Данные, полученные в результате анализа перечня отчетной документации классных руководителей, свидетельствуют о том, что респонденты ведут традиционную документацию, это журналы, личные карточки обучающихся, план воспитательной работы, но современные формы используются пока лишь небольшим количеством классных руководителей. Например, электронное портфолио успешности ученика используют лишь 44% респондентов. Шестое направление анализа – это система стимулирования педагогических работников к осуществлению классного руководства. Все вы прекрасно знаете, что на уровне Российской Федерации определены основные элементы системы стимулирования классных руководителей. В нашей республике по итогам анкетирования 290 руководителей образовательных организаций. Наиболее распространенные формы представлены на слайде. Но, как отмечают респонденты, данных форм недостаточно, коллегам не хватает общественного признания. Обратим особое внимание на направление мониторинга проблем педагогических работников, осуществляющих классное руководство. Целью данного направления было выявить проблемы классных руководителей в разрезе 3 основных групп профессиональных компетенций. Это в области формирования классного коллектива, возрастных особенностей личности и взаимодействия с родителями. Респонденты отмечают, что лучше всего они научились выстраивать отношения с родителями, как вы видите на слайде. Почти 41% отмечают, что у них сформированы перечисленные компетенции в достаточной степени. И 190 педагогов, а это чуть менее 5%, признают, что у них не сформированы все перечисленные профессиональные компетенции. То есть абсолютно все. В ходе мониторингов у респондентов запрашивались предложения по организации работы классных руководителей по 6 направлениям. Данные направления представлены на слайде. Следует отметить, что в большинстве случаев коллеги оставили свои пожелания, ответы классных руководителей в основном совпали с ответами руководителей образовательных организаций. Озвучим лишь некоторые из них. Так, например, по организации методического сопровождения классных руководителей коллеги предлагают ввести систему наставничества, практические семинары на уровне муниципалитета, создание банка методических разработок, классных часов, мероприятий с использованием современных техник. По формам нематериального стимулирования коллеги предлагают дополнить, как вариант, доска почета, чтобы появилась, причем не только на уровне школы, но и, может быть, муниципалитета. Дополнительные баллы при аттестации, грамоты, благодарности, знаки отличия. Также по механизмам и формам обучения классных руководителей. И мы фактически также запрашивали по направлениям и тематике курсов повышения квалификации, методических семинаров на уровне муниципалитета и республики. Здесь следует отметить, что коллеги не разделяли уровень муниципалитета и республики, и такие предложения мы тоже получили. В ходе мониторинга нам удалось кластеризовать основные проблемы классных руководителей образовательных организаций Республики Коми по 6 основным направлениям. И обозначенные проблемы требуют решения через разработку механизмов системы методического сопровождения. Основная задача по сопровождению классных руководителей – это профессиональное сопровождение, формирование индивидуальной траектории на уровне республиканской системы образования. И в данном случае Институт развития образования обеспечивает непрерывное организационно-методическое сопровождение педагогических работников, осуществляющих классное руководство. Это разработан план реализации методического сопровождения классных руководителей общеобразовательных организаций Республики Коми на 2020-2021 учебные годы. Особое внимание уделяется организации работы классных руководителей с детьми, находящимися в трудных жизненных ситуациях, детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья, классных руководителей, осуществляющих деятельность в детских домах. В данном случае основными механизмами системы сопровождения являются это линейки республиканских онлайн-семинаров, это сезонные онлайн-школы, это курсы повышения квалификации, конкурсы профессионального мастерства, разработан портал для классных руководителей и медийная поддержка мероприятий по сопровождению деятельности классных руководителей. Следует отметить, что
Коммерчеsko-республиканский институт развития образования запускает линейку республиканских тематических онлайн-семинаров для классных руководителей. Начался эта линейка 3 декабря. Отмечу, что эти семинары, начиная уже с 3 декабря, проводятся каждый первый и третий четверг месяца на платформе республиканских конференций, форумов и семинаров. Адрес представлен на слайде. Так, например, 3 декабря состоялся онлайн-семинар «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Ключевые направления работы». Спикеры разнообразные. И впоследствии, начиная с января месяца, предполагается следующий формат работы. Первый четверг месяца – это теоретический онлайн-семинар. Третий четверг месяца – это представление опыта работы наших коллег. Кроме того, насколько вам уже известно, в июне 2020 года Коммерчеsko-республиканский институт развития образования запустил сезонную онлайн-школу для классных руководителей в формате циклов методических вебинаров с целью совершенствования компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности в области классного руководства и повышения профессионального уровня педагогических работников, осуществляющих классное руководство. Таких школ на сегодня у нас запущено 3. Это летняя онлайн-школа для классных руководителей, это онлайн-школа «Первые шаги классного руководителя» для начинающих коллег и осенняя онлайн-школа. Фактически я напоминаю, что у нас запланировано еще проведение зимней и, соответственно, весенней онлайн-школы. Тематика вебинаров в рамках онлайн-школ разнообразна, и каждый классный руководитель найдет для себя что-то новое и интересное. Кроме того, повышение квалификации, я напоминаю, является важным инструментом повышения уровня профессиональной компетенции классных руководителей, и Коммерчеsko-республиканский институт развития образования разрабатывает новые курсы повышения квалификации, линейку курсов повышения квалификации для педагогических работников, осуществляющих классное руководство. Тематика представлена, мы запускаем их через различные платформы образовательные, в том числе с применением дистанционных форм обучения. Вся необходимая информация представлена на слайде, вы можете зайти или по, собственно, ссылочке, или по представленному QR-коду. Далее. И то, о чем я сказала, Институт развития образования разработал единое профессиональное окно для классных руководителей. Это некий единый информационно-методический ресурс для обеспечения интеграции различных направлений информационного, методического и организационного сопровождения классных руководителей. На портале представлено 16 информационно-тематических блоков. В настоящее время осуществляется отбор контента и его размещение на портале. Кроме того, обращаем особое внимание на необходимость и важность обеспечить медийную поддержку мероприятий по сопровождению деятельности классных руководителей. Вся более подробная информация представлена в приказе Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми и размещена аналитическая справка по итогам мониторинга. Она большая, подробная, детализированная, размещена на сайте Коммерчеsko-республиканского института развития образования в разделе «Оценка качества». Я благодарю за внимание. Всего доброго. Итак, переходим к следующему вопросу. Своим опытом работы по взаимодействию с учащимися, состоящими на всех видах профилактического учета по межведомственному взаимодействию, о едином профилактическом дне в образовательной организации вам расскажет Третьякова Алена Николаевна, ведущий специалист управления образования администрации муниципального района Ижинский. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня я хочу поделиться с опытом единых дней профилактики, как проводится в Ижемском районе.
В 2010 году несовершеннолетними в Вижемском районе было совершено 44 преступления. Многочисленные совещания с педагогами общеобразовательных школ и субъектами профилактики было решено изменить немного профилактическую работу в наших школах, а именно проводить единый профилактический день. И ответственным выступает не МВД, не комиссия по делам несовершеннолетних, а управление образованием. Да, я понимаю, что во многих районах, конечно, по-другому, но мы решили именно таким образом, потому что это наши подведомственные организации. Я знаю, что у нас есть и государственные образовательные организации, но и по приглашению мы тоже туда ходим и тоже проводим единые дни. Мы, конечно, пригласили своих партнеров данного мероприятия, провели совещание. Вы видите наших партнеров этого мероприятия. Мы в дальнейшем считаем, что это наши друзья. Вот. И на совещании при начальнике управления образования мы определяемся с датами, населенными пунктами, когда и как выезжать. Единые дни профилактики – это, во-первых, это большая помощь заместителям, директорам по воспитательной работе. Почему? Потому что у них очень обширная работа. Я понимаю, я практик сама, я вижу их работу, когда они целыми днями в школе, вечерами опять же они в школе. Я не знаю, когда они приходят домой. И поэтому это большая и огромная помощь именно профилактике преступлений. В начале учебного года мы проводим совещание с заместителями директоров по воспитательной работе. Это обязательно сентябрь месяц, это обязательно декабрь месяц, где мы ставим задачи, также цель, какой будет охват детей, каких школ, родителей. Приглашаем сотрудников разных заинтересованных ведомств нашего района и составляем план и график на второе и на первое полугодие. План. При выезде в общеобразовательную школу мы издаем приказ по управлению образования. Обязательно это может быть разный. Обязательно план утверждается начальник управления образования. По итогам выезда единого дня профилактики мы также делаем итоговую справку. Приказ. Выезд, как обычно, вот вы видите план проведения единого профилактического дня. Выезд – это у нас район большой. Мы выезжаем когда в 6 утра, когда в 7 утра. Но у нас субъекты системы профилактики очень относятся к этому ответственно. И всегда выезжаем все вместе. График проведения занятий делает сама школа. Оформляет и составляет сама школа. Лекции, беседы, тренинги, показ фильмов, презентации, игры – это все проходит в течение 35 минут. Охватываем с 1 класса, если это, конечно, не активированный день. Вот тут у нас совещание при начальнике образования. График выездов. Расписание выступлений участников. Тут видно на графике, что у нас первых по 3 класс не было, потому что это был активированный день. Имеются у нас еще и начальные школы в отдаленных деревнях, но мы тоже туда ездим. Вот как раз перед вами фотография. Едем мы, значит, в далекую деревню. Это 170 километров от райцентра. Перед Новым годом мы ставим сказку, роли учим по дороге. Обязательно эта сказка для детей, это про дружбу. Ну а затем проводим мы собрание родительское для родителей, ну и беседы для школьников. Я как уже раньше говорила, что и в плане было написано, в течение дня работает у нас кабинет правовой помощи, обращаются туда дети, родители, педагоги. После занятий идет семинар, совещание для педагогического коллектива. Вопросов предостаточно, как у школы к нам, так и у нас. За круглым столом решаем, как быть дальше.
Идет методическая помощь при оформлении документации по профилактической работе, по воспитательной, потому что, сами знаете, надзорные органы у нас проверяют, чтобы все были правильные. Если это совет профилактики, чтобы обязательно были вопросы профилактического характера. Затем правоохранительные органы субъектами системы профилактики с опекой попечительства, специалистами управления образования проводят рейдовые мероприятия по семьям, СОП, группы риска, также вновь выявленным семьям. Если вы можете сказать, что во время единых дней не может быть, чтобы вы выявили безнадзорных детей, я скажу нет. В прошлом году, в 2019 году, нами вот в этот день было выявлено и привезено в райцентр 5 детей, которых в последующем мы отправили уже в СРЦНП город Ухта. То есть у нас есть, и мы выявляем неблагополучные семьи. Перед вами как раз то вот у нас рейдовые мероприятия. Обычно в 6, в 4 часа, в 17:00 или где-то в 18:00 у нас проходят общешкольные собрания, где специалисты рассказывают, что и как проводили они этот день с детьми, раскрывают новые темы для родителей. Обязательно мы благодарим родителей за воспитательное, за качественное воспитание их детей. И очень хорошо, когда после каждого выступающего есть и имеют место аплодисменты. То есть родители у нас идут к нам на общешкольные, им доступно то, что мы им доводим. Перед ними выступают не только правоохранительные органы, но и специалист по работе с молодежью. Мы рассказываем про то, что детей надо развивать, что у нас очень много акций и по линии РДШ, и волонтеры. То есть родителям сейчас доступно, и они знают, кому куда обращаться. То есть в каждом населенном пункте родители знают, что такое служба медиации. Мы их тоже будем вводить в школу, они где-то уже начинают работать, чтобы родители не отставали от жизни своих детей. В это время, когда идет родительское собрание, специалист по работе с молодежью проводит мероприятия именно с детьми уже в вечернее время. И немаловажно, что в каждом селе или в маленькой деревне знают в лицо, как я уже раньше говорила, и прокурора района, и начальника управления образования, узких специалистов, именно по профилактике правонарушений и преступлений. Обычно по учебному году мы проводим мониторинг по выезду на субъектов профилактики и заинтересованных организаций на дни профилактики. По правонарушениям, преступлениям, по населенным пунктам, по состоящим на различных учетах, объединившись с субъектами профилактики и с другими заинтересованными организациями, мы снизили преступность до 1 в этом году. Я уже как говорила в начале моей беседы, что в 2010 году было совершено 44 преступления, и в этом году 1 преступление, хотя детское население нашего района прибавляется. И в нашем районе, если даже ребенок совершает преступление, то виноватых у нас в лице школы не ищут. Виноваты, значит, выходят все вместе. Значит, мы не смогли до конца довести до этого подростка тот же закон, тяжесть совершения им проступка. Спасибо за внимание. Если кого-то заинтересует в дальнейшем, как мы оформляем приказы, как мы доводим до детей, звоните, пишите. А вот эту фотографию я хочу вам показать обязательно. Приглашаю я вас всех на республиканский праздник Луд. Вы там увидите и состоящие на учете с нами танцуют, и мы сами поем, с нами тут и субъекты системы профилактики. То есть дети видят, что мы можем на трезвую голову, как говорится, праздновать наш праздник республиканский Луд. Поэтому я вас всех приглашаю на наш праздничный день. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Алена Николаевна. Спасибо за приглашение, спасибо за выступление. Действительно, вопросы профилактики, они являются наиболее важными, потому что
Без взаимодействия нашего межведомственного ребенок, семья может оказаться в очень сложной ситуации, и мы, конечно же, обязаны предпринять все меры. Очень хорошо, что вы работаете вместе, так и должно быть. И я бы хотела тоже сказать о том, что в связи с приближающимися новыми новогодними праздниками нам также нужно вспомнить о том, что необходимо провести со своими учащимися инструктажи по технике безопасности, по пожарной безопасности, осторожно тонкий лед, осторожно сосулька. То есть, возможно, это ряд классных часов, ряд таких вот моментов, которые нужно будет зафиксировать в журналах. Для того, чтобы избыточная отчетность у нас уходила, мы используем новые формы, вот в частности в гимназии номер 1 города Сыктывкара, для того, чтобы учителям было, классным руководителям было легче вносить мероприятия, не заполнять какие-то журналы, они переходят по ссылке в определенное облако, и всегда удобно и проверить, и посмотреть, как ведется профилактическая работа в том числе. Ну вот у нас один из вопросов сегодня – это обсуждение плана работы Республиканского методического объединения. Не хотелось бы принимать решения в одиночку. Очень большая просьба к заместителям директора по воспитательной работе оставить свои вопросы, свои предложения в чате или во вкладочке «Вопросы». И после окончания нашей с вами встречи мы сможем проанализировать с Анжеликой Васильевной, старшим методистом Центра развития общего образования, социализации и воспитания личности Коми Республиканского института развития образования, данные предложения, данные вопросы. И, наверное, подготовиться, пригласить тех специалистов, которые нам помогут в решении проблем. И мы с вами вместе выработаем план как раз вот работы на год. Ну вот для меня, например, важными вопросами являются это мониторинг личностных результатов учащихся, это профилактическая работа именно непосредственно в действии, это профориентационная работа, как ее организовать все-таки более качественно. И, наверное, все-таки мы должны сейчас в новых условиях менять формы работы с родителями, формы работы с детьми. У нас уже не могут проходить советы профилактики в той форме, в которой они были раньше. Мы не имеем такой возможности приглашать большое количество, ну, даже если это будет 5-10, это уже все равно большое скопление людей, мы будем нарушать нормы Роспотребнадзора. Нам этого ни в коем случае нельзя допускать. Поэтому, возможно, как-то вы предложите свои наработки, свои новые видения решения проблемы. Я хотела бы вас поблагодарить за то, что вы сегодня активно присутствовали на нашем заседании, поздравить вас с наступающим Новым годом, и будем надеяться, что в новом году все будет по-новому. Спасибо.